Традиционно в начале года мы подводим итоги социально-экономического развития района. Деятельность администрации района направлена была на создание максимально привлекательных условий для комфортного проживания людей, на полное использование земельного трудового потенциала, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, выполнение социальных обязательств, а также на создание условий для привлечения инвесторов в экономику района. Остановлюсь на финансах. Бюджет района исполнен за прошедший 2020 год в сумме 1 миллиард 351 миллионов рублей. Из них собственные доходы 287 миллионов рублей, что составляет более 21% от удельного веса. Глава республики Радик Фаритович Хабиров в своем ежегодном послании Государственному собранию Курултаю Республики Башкортостан отметил: «Я горжусь нашими врачами, медсестрами, которые в тяжелых условиях показали свои высокие компетенции, стойкость и мужество. В целом, система здравоохранения, которая выдержала непростые испытания и доказала свою эффективность». Я в своем выступлении также хочу выразить слова огромной благодарности нашим медицинским работникам, волонтерам, неравнодушным гражданам, учителям, строителям, благодаря общим слаженным действиям которых, упорному и кропотливому труду, мы сохранили жизнь и здоровье сотен людей. Работа в условиях чрезвычайной ситуации, все трудовые ресурсы были мобилизованы на борьбу с пандемией по новой коронавирусной инфекции. Организационная работа активно проведена заместителем главного врача по медицинской части Аминовым Вадимом Ильфатовичем, врачом-эпидемиологом Габдурафиковым Махмудом Гамиловичем и главной сестрой Хамидуллиной Елизой Фаатовной. Лечебную работу добросовестно выполняли врач-инфекционист Кунузбаев Ринат Махфурович, врач-терапевт Фатхубаянова Гульнара Закариевна, средние медицинские работники Шарафутдинова Люция Рафитовна, Загартинова Альфия Фердависовна, Мустафина Юлия Мирзалифовна, Нигматдинова Алсу Фанисовна, Габбасова Залия Салаватовна и многие другие. В 2020 году в системе здравоохранения в Илишевском районе функционировала центральная районная больница на 165 коек круглосуточного пребывания, 69 коек дневного пребывания, 4 сельских врачебных амбулаторий, 59 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 1 передвижной фельдшерский пункт и 16 домовых хозяйств. Число работников учреждений здравоохранения на 1 января текущего года составило 537 человек. В течение года принято на работу 11 врачей, 28 среднего медицинского персонала. Администрации района 20 специалистам предоставлено служебное жилье. 9 врачам арендуют жилье центральной районной больницы. По программе «Земский доктор» 5 врачей получили единовременное пособие по 1,5 миллиона рублей каждый и 1 врач в размере 1 миллиона рублей. За последние 5 лет в районе отмечается стойкая и естественная убыль населения. За 2020 год в районе родилось 283 ребенка, по сравнению с 2019 годом меньше на 29 детей. Умерло 537 человек, по сравнению с 2019 годом больше на 89 человек. Причины смерти следующие. Прежде всего, это болезни системы кровообращения, 167 случаев. Новообразование и онкология, 67 случаев. Органы дыхания, более 70 случаев. Внешние причины, 42, и органы пищеварения, эндокринные заболевания, 24 случаев. В рамках программы по обеспечению инфекционных госпиталей за счет средств Министерства здравоохранения Республики в инфекционный госпиталь Центральной районной больницы приобретены рентген-аппарат, аппарат УЗИ, аппарат ИВЛ, анализаторы крови, мониторы пациента, аспираторы, пульсоксиметры, бесконтактные термометры и шприцовые насосы и много другого оборудования. В части улучшения материально-технической базы подразделений Центральной районной больницы проведены значительные мероприятия. За счет средств республиканского бюджета проведен капитальный ремонт в здании скорой медицинской помощи, хозяйственного корпуса. В целях улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных деревень Илишевского района в течение года планомерно проводился капитальный ремонт 5 фельдшерских акушерских пунктов за счет средств муниципального бюджета и партийного проекта партии «Единая Россия. Реальные дела». Ремонт осуществлен усилиями сельских поселений,
населения, работников Центральной районной больницы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Это Маримяно-Узовский, Телепеновский, Тупеевский, Сангреновский, Бешкураевский фельдшерский пункт. В ноябре 2020 года состоялось открытие Груздевского фельдшерского акушерского пункта, построенного в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. В рамках проекта здравоохранения реализована установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Ибрагим и Уяндак. Приятным сюрпризом оказалась передача в декабре 2020 года учредителем Иришевского элеватора Николаем Тюлюлюкиным нового автомобиля «Газель» скорой медицинской помощи Центральной районной больницы на сумму более 2 миллионов рублей. Не остались в стороне и другие организации и предприятия района. Общество «Уфанет» передало на безвозмездной основе рециркулятор, щетки. Индивидуальные предприниматели «Декор», «Версаль», «Ритм», «Маски». Общество «Универсал» и «Гарант» водонагревателей. Общество инвалидов пульсоксиметр, бесконтактные термометры. Общество ДОНС и районное финансовое управление шина для автомобилей скорой помощи. В период пандемии всего поступило безвозмездных средств от неравнодушных людей и предприятий на сумму более 500 тысяч рублей. Также отдельно хотелось бы огромное спасибо сказать коллективам и руководителям сельхозпредприятий, особенно руководству общества «Урал», кооператива имени 22-го партсъезда, крестьянско-фермерскому хозяйству имени Ихсанова. Перед медицинскими работниками стоят немалые задачи и на текущий период. Это возобновление профилактической работы, проведение диспансеризации взрослого населения, профилактических медицинских осмотров, строительство Дюмеевской врачебной амбулатории, установка нового рентген-оборудования, приобретение 2 единиц автотранспорта, продолжение реализации регионального проекта в рамках национального проекта здравоохранения и установка модульных фельдшерских пунктов в деревнях Новомедведево, Марина, Верхний Юлдаш. Продолжение реализации регионального проекта в рамках национального проекта по направлению демографии в части транспортировки маломобильных граждан и инвалидов на спецтранспорте для проведения диспансеризации. Безусловно, чтобы реализовать все намеченное, нужно здоровье. Вы знаете, что перед Башкортостаном стоит задача провести массовую вакцинацию от COVID-19 по аналогии с прививками против гриппа, чтобы добиться охвата не менее 60% населения. Прошу нашей службы принять самые активные меры, чтобы в районе вакцинация прошла на самом высоком уровне. Прошу руководство Центральной районной больницы и глав сельских поселений сформировать графики доставки жителей из отдаленных населенных пунктов в нашу Центральную районную больницу для получения прививок. В своем послании глава республики отметил: конечно, я горжусь нашими учителями, которые, как и врачи, оказались в сложной ситуации. В сжатые сроки все учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В связи с пандемией 6 апреля 2020 года все школы района перешли на дистанционное обучение. Каждой школой была разработана схема обратной связи с участниками образовательного процесса. По району на онлайн-режим уроками было охвачено 93% обучающихся. Но, к огромному сожалению, сеть интернет отсутствует в 11 деревнях. Низкая скорость интернета в 13 населенных пунктах. К сожалению, пока наши усилия по прокладке интернета в части населенных пунктов остаются безуспешными. Партия «Единая Россия» по инициативе главы республики Радия Фаритовича Хабирова разработала программу поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении. «Помоги учиться дома». В нашем районе планшеты получили 4 11-классника из школ из Бастамаковской школы, Старокуптовской школы, Ябалаковской школы. Каждую субботу проводились онлайн-консультации для выпускников 9 и 11 классов по подготовке к ОГЭ и единому государственному экзамену. На дистанционное обучение перешли все учреждения дополнительного образования района. Педагоги дополнительного образования вели занятия в своих кружках и секциях через интернет. Дистанционно занимались 1294 ребенка по техническому, физкультурно-спортивному, художественному направлениям. 50 педагогов каждый день записывали обучающие видео и отправляли своим воспитанникам. Работали в прямых эфирах. Результаты единого государственного экзамена за 2020 год сопоставимы со среднереспубликанскими.
Улучшены показатели по русскому языку, по английскому языку, по химии и по профильной математике. В отчетном году 92 выпускника 11 классов поступили в высшие учебные заведения. Из них 62 вуза Республики Башкортостан, а 30 вуза Российской Федерации, преимущественно Республику Татарстан. Мы тесно сотрудничаем с вузами педагогической направленности. Это Башкирский педагогический университет имени Мифтахетдина Акмоллы, Бирские нефтекамские филиалы БГУ. Инициируем встречи с руководством этих вузов, встречаемся с будущими выпускниками, знакомимся с каждым выпускником, лично проводим беседы, собираем анкеты, проводим форумы студентов, выпускников с приглашением к ним для ознакомления с нашим районом и с нашими школами. И прошу руководителей каждого скрупулезно заниматься этим же вопросом. В 2019-2020 учебном году школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводились по 24 образовательным предметам. В сентябре 2020 года в ресурсном центре лицея села Нижнеаркеево проводились занятия для одаренных обучающихся школ района по 7 предметам. Физика, химия, биология, русский язык, английский язык, математика и обществознание. В этих занятиях занимались 103 одаренных ребенка. Занятия проводили учителя всех вузов практически республики. В 2019-2020 учебном году на республиканском этапе предметных олимпиад приняли участие 20 обучающихся, и они показали великолепные результаты. В ноябре открыли построенный в течение года современный детский сад на 50 мест в селе Эрсаево, рассчитанный на 2 группы в рамках национального проекта «Демография». Сегодня ведется строительство нового современного спального корпуса на 216 мест и спортивных сооружений в детском оздоровительном лагере «Орленок», что позволит перевести данное учреждение на круглогодичный режим работы. Финансирование ведется через Фонд социально-целевых программ республики за счет средств пожертвований акционерной нефтяной компании «Башнефть». Уже в весенние каникулы скоро пионерский лагерь готов принять на отдых наших детей. В рамках регионального проекта содействия занятости женщин, создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, произведен ремонт детского сада села Нижнее Черепкулево, что позволило создать дополнительных 15 мест для детей. Район 5-й год подряд активно работает по программе поддержки местных инициатив. Всего за 5 лет реализовано работ на общую сумму 156 миллионов рублей. Я это считаю нашей совместной работой. За 2020 год всего освоено средств на сумму 32 миллиона рублей. Это по программе отремонтировано 7 сельских домов культуры, 8 сельских школ, приобретены 2 спортивных комплекса, купили 1 трактор МТЗ для нужд сельского совета и местного населения, отремонтированы дороги и системы водоснабжения. В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физкультурой и спортом проведен ремонт спортзала села Иштеряково. Из средств местного бюджета произведен капитальный ремонт крыши школы села Верхнеманчарово. В 2020-2021 учебном году организован 100% охват обучающихся нашего района здоровым горячим питанием. Дополнительным подспорьем является собственная заготовка овощей и фруктов силами сотрудников школ, учителей и школьников на приусадебных хозяйствах школ. Это позволяет прежде всего увеличить ассортимент и объем питания, а также снимает нагрузку по оплате родительского взноса. В рамках национального проекта образования наша школа в течение ближайших 5 лет ждет серьезное обновление. С 2019 года на базе средней школы номер 4 села Верхнеаркеево и средней школы села Базтамаково начали внедряться региональный проект «Современная школа» в формате Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», который нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами, поселковыми школами. В центре «Точки роста» осуществляется единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметами в области технологий, информатики и ОБЖ. Этот список пополнила в 2020 году гимназия номер 1 села Верхнеаркеево. Кроме того, в текущем году по этой же программе планируется
привести в порядок и укомплектовать 5 школ муниципального района. Также с 1 сентября 2019 года в средней школе имени Рахманова внедряется региональный проект «Цифровая образовательная среда», обеспечивающий условия для современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки педагогических кадров, создания федеральной цифровой платформы. В 2020 году в средней школе села Андреевка обновилась информационно-коммуникативная инфраструктура по этому же проекту. Остановлюсь на отделе культуры. Так, в прошедшем 2020 году организованы и проведены районные конкурсы фестиваля «Шажары», фестиваль хореографического искусства «Праздник танца», марафон «Победа», посвященный 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки Всемирной фольклориады на территории района идет большая организационная работа. Во многих сельских домах культуры и клубах стали возрождаться народные праздники. В 2020 году были проведены такие мероприятия, как свадебные традиции, Масленица, Пасха, Поргабуткасы, Хосумасы и многие другие. В связи с реализацией ограничительных мероприятий, запланированные на 2020 год, в районе конкурса и фестиваля были внесены некоторые изменения. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» в учреждениях культуры Ильшевского района созданы официальные сайты, на которых активно размещается информация об учреждениях, а также анонсы и планируемых мероприятиях, и результаты независимой оценки качества предоставляемых услуг. Также подана заявка на создание в 2020 году на базе муниципальных учреждений культуры 3 точек доступа к виртуальному концертному залу. При поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан в селе Ябалаково в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы и регионального проекта «Культурная среда» в кратчайшие сроки сдан в эксплуатацию сельский дом культуры на 300 мест с возможностью организации кинопоказов. Завершился капитальный ремонт Андреевского сельского дома культуры в рамках национального проекта «Культура», а также укреплена материально-техническая база Андреевской модельной сельской библиотеки. Теперь данная библиотека хорошо укомплектованная, имеющая многоотраслевой фонд, оснащенная компьютерным оборудованием с выходом на локальную сеть, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, современные учреждения. Кроме строительных и ремонтных работ на объектах культуры, в последние годы активно ведется оснащение детской школы искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, в 2020 году, благодаря национальному проекту в Велишевской детской школе искусств было сделано приобретение на сумму более 5 миллионов рублей. К ближайшему столетию Мусы Гайсиновича Гореева собрана информация адресно-фактографического характера о дважды Герое Советского Союза Мусе Горееве. В нашем земляке уточнены списки участников локальных военных действий. Хотел бы остановиться и на том моменте, что сегодня идут, согласно указу главы Республики Башкортостан Радика Фаридовича Хабирова, подготовительные мероприятия к проведению векового юбилея нашего героя. За отчетный период учреждения культуры района заявили о себе принять участие в международных, всероссийских, республиканских конкурсах и акциях. Особенно хотелось бы отметить Хайбрахманову Илью Ильдаровну, сотрудника районного дворца культуры, Дюмеевский сельский дом культуры, которые выиграли гранты на большие суммы Республики Башкортостан. Касаясь деятельности Комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, в районе функционируют 2 детские и юношеские спортивные школы, физкультурно-оздоровительный комплекс и 49 спортзалов. Охват систематически занимающихся спортом – это 1315 человек. В течение года они приняли участие в 158 всевозможных соревнованиях и состязаниях в Республике Башкортостан. За 2020 год присвоено спортивных разрядов 47 спортсменам. Нафикову Эльвиру, обучающемуся в ДЮСШ номер 1, присвоено звание мастер спорта по армрестлингу. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса работает Центр тестирования ГТО для выполнения нормативов ГТО. За 2020 год приняли участие 261 человек. При комитете активно работают волонтерские движения по 2 направлениям. Волонтеры за здоровый образ жизни и волонтеры победы.
Одним из основных направлений работы движения «Волонтеры Победы» является шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В период пандемии в комитете создали оперативный волонтерский штаб. Волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным людям по доставке продуктов питания, лекарств, оплате коммунальных услуг и так далее, за что мы им очень все благодарны. Что касается экономики района, в течение года отгружено товаров и работ и услуг по крупным и средним предприятиям на сумму 1 миллиард 147 миллионов рублей. Это 107,8% к уровню 2019 года. Объем валовой продукции сельского хозяйства при этом достиг суммы 4 миллиарда 542 миллиона рублей, или же 105% к предыдущему уровню прошлого года. Инвестиции в основной капитал составили 355 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом это 167%. Средняя месячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 32 588 рублей, или же 109,6% к уровню 2019 года. Наиболее ключевыми и крупнейшими работодателями, так и налогоплательщиками в пищевой и перерабатывающей промышленности являются Иришевский комбинат хлебопродуктов, Иришевское молоко, ООО «Нива», в строительной отрасли Иришевское ремонтно-техническое предприятие, ПМК Иришевское, Андреевский кирпичный завод, общество «Строймонтаж». На 1 января 2021 года в муниципальном районе зарегистрировано 602 субъектов малого и среднего предпринимательства, 145 юридических лиц и 457 индивидуальных предпринимателей, задействованные во всех видах экономической деятельности. В течение года вновь создано 111 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем розничного товарооборота за прошедший год снизился до 2 миллионов 117 тысяч рублей и составил всего лишь 94,5% к уровню 2019 года. Оборот розничной торговли на душу населения 67 613 рублей. Оборот общественного питания по итогам 2020 года составил 74 миллионов 600 тысяч рублей. Темп роста составил всего лишь 76,2%. Оборот общественного питания на душу населения составил 2281 рубль. Предприятиями торговли и индивидуальными предпринимателями муниципального района ведется работа по развитию инфраструктуры, реконструкции и модернизации объектов торговли, укрепляется материально-техническая база отрасли. Ежегодно разрабатывается программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Так, в 2020 году на поддержку мероприятий муниципальной программой было выделено 7 миллионов 600 тысяч рублей. Остановлюсь на отрасли строительства. Завершил строительство и введены в эксплуатацию биологические очистные сооружения мощностью 1800 кубов в сутки в селе Нижнее Аркеево. Особенностью эксплуатации современных биологических очистных сооружений выступает высокое качество очистки источных вод, эффективность работы оборудования и простое обслуживание, соответствие экологическим стандартам. На постоянной основе ведется работа по разработке муниципальным районом проектно-сметной документации. В районе, в частности, разработана проектная документация по строительству газопровода микрорайона Полевой, Верхнечеркулево, сельских домов культуры на 96 мест, деревня Туращи и татарский мини-вуз, музыкальная школа на 150 посещений и стадиона на 1500 зрительских мест в микрорайоне Солнечный, и водоснабжение линии вода и газопровода в микрорайоне Солнечный. Вот эти все проектные работы были успешно защищены по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Район активно участвует во всех программах. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» для предоставления по договору найма жилого помещения семьям работников агропромышленного комплекса в деревнях Старогубково и Старокиргизово построено 2 индивидуальных жилых дома площадью 74 и 95 квадратных метров соответственно. В целом по району введено в эксплуатацию 17 250 квадратных метров жилья. Из них 15 875 квадратных метров – это индивидуальные жилые дома. 1375 квадратных метров – это многоквартирный дом по улице Худайбердина в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 35 семей из 4 ветхих домов получили благоустроенные современные квартиры. Также в апреле месяце начинается строительство водопровода питьевого водоснабжения
деревне Верхнеманчарово. Благоустройство родника Салхан-Чишма, деревне Урматово. Планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов по улице 50 лет октября и по улице Советская, 24, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и детей-сирот. Сегодня активно ведется проектирование детского сада на 50 мест в селе Старокуптово. Согласно утвержденному краткосрочному плану реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан, на 2020 год в селе Верхняя Аркеево был отремонтирован один подъезд по улице Ленина и была отремонтирована одна крыша по улице Библиотечный период по программе регионального оператора. По федеральной программе формирования комфортной городской среды в селе Верхняя Аркеево выполнена работа по обустройству пешеходных дорожек. Общая площадь работ составила 4433 квадратных метра, протяженностью 1 километр 673 метра. По республиканской программе «Башкирский комфортный дворик» в 2020 году в селе Верхняя Аркеево благоустроено 4 дворовых территории общей площадью 16 950 квадратных метров на пересечении улиц Худайбердина и 50 лет октября. В отчетный период произведены значительные ремонтные работы асфальтобетонных покрытий автодорог. Так отремонтировано более 17 километров дорог межмуниципального значения на сумму более 98 миллионов рублей. Ремонт асфальтобетонного покрытия произведен на длине 16 километров дорог местного значения на сумму около 98 миллионов рублей. Укладка щебеночного покрытия произведена на дорогах местного значения протяженностью 9 километров 800 метров. Также за отчетный период произведена укладка гравийного покрытия на дорогах местного значения протяженностью более 12 километров. Дорожный фонд района в размере 24 миллиона 280 тысяч рублей и 43 миллиона рублей субсидий из республиканского бюджета, в том числе дополнительно выделенные правительством Республики Башкортостан сумма 10 миллионов 150 тысяч рублей, позволили все намеченные планы выполнить в кратчайшие сроки. Основу экономики Илишевского района составляет, безусловно, сельское хозяйство. Прибыль от реализации сельхозпродукции в текущем году составила более 500 миллионов рублей, при общехозяйственной рентабельности более 45%. В отчетном году сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства района получили более 332 миллионов рублей дотаций и субсидий по различным направлениям развития сельхозпроизводства. При этом более 320 миллионов рублей ожидают поступления за приобретенный объем техники и оборудования. Труженики сельского хозяйства района завершили отчетный 2020 год с хорошими трудовыми достижениями. Сельскохозяйственные предприятия района собрали в 2020 году 202 тысячи тонн зерна. В среднем с каждого гектара было получено 29,4 центнера с гектара нового урожая. По валовому сбору зерна район имеет третий показатель в Республике Башкортостан. Во всех хозяйствах были созданы необходимые семенные и фуражные фонды. Заложена основа под урожай будущего года. В высоких валовых сборов зерна и, соответственно, урожайности добились земледельцы Племзавод «Урожай», где валовый сбор зерна составил более 24 тысяч тонн, при урожайности более 33 центнеров с каждого гектара. Крестьянское фермерское хозяйство Ганитниново, где, соответственно, было собрано более 18 тысяч тонн зерна при урожайности более 31 центнера с гектара. Сельхозпроизводственный кооператив имени Куйбышева, где валовый сбор составил более 14,5 тысяч тонн при урожайности более 29 центнеров с гектара. По выращиванию рапса на массосемена лучших результатов достигли труженики общества МТС Илишевское, которые собрали 2735 тонн рапса при урожайности более 18 центнеров с гектара. За последние годы в районе проводилась масштабная модернизация всей инфраструктуры отрасли растениеводства. Построили новые и провели полную реконструкцию 10 семяостительных и сушильных комплексов, установили новые калибровочные линии. И это позволяет сегодня производить семена высокого класса. В районе осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта строительства зерноочистительного сушильного комплекса на
базе хозяйства «Мир», который вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Район тесно работает с 7 научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства субъектов Российской Федерации. Сегодня семена, произведенные в Велишевском районе, реализуются как на территории Республики Башкортостан, так и до 5 ближайших субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день имеется в хозяйствах района более 13 тысяч тонн семян высших репродукций. Активно ведется также строительство хозяйствами семена и зернохранилищ. Илишевский район по праву можно назвать семенным оплотом республики. Также хотел бы отметить о том, что проведение дноуглубительных работ в реке Белой по инвестиционной программе правительства Республики Башкортостан позволило Илишевскому элеватору выйти на мировой рынок зерна. Таким образом, в отчетном году зерно, выращенное на территории Илишевского района, было реализовано за рубеж, в частности в Иорданию и в Турцию. В животноводстве большая работа ведется по наращиванию поголовья скота, увеличению производства молока и мяса. В районе имеется 5 хозяйств по разведению племенного чистопородного скота. В целях обновления стада было закуплено в текущем году 640 племенных телок и подготовлено 1750 голов нетелей. По итогам года произведено более 65 тысяч тонн молока, что является сегодня 107,2% к уровню 2019 года. 7830 тонн мяса, этот показатель 102% к уровню прошлого года. Благодаря проведенной активной работе по производству молока в районе, район вырвался с 5-го места на 2-ю позицию в Республике Башкортостан. Этому способствовало реализуемые инвестиционные проекты, как строительство молочного комплекса племзавода «Урожай» на 1600 коров, строительство молочной фермы на 1200 голов коров, кооперативе имени Куйбышева, модернизация молочно-товарной фермы села Бешкураева, кооператива имени Мусугареева, стабильная работа всех сельхозтоваропроизводителей муниципального района. Такая же работа запланирована и в текущем году. Так, мы планируем еще 2 инвестпроекта, которые были одобрены на инвестиционном счастье у главы республики. Эти объекты находятся в Илишевском филиале ГУСП МТС, центральное строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойных коров и строительство откормочной площадки на 2000 голов мясного скота в крестьянско-фермерском хозяйстве имени Ганитдинова. На 2021 год в районе запланирована покупка 1650 нетелей молочного направления и 330 голов мясного направления, плюс к своим подготовленным телкам и нетелям. В сельхозпредприятиях искусственным осеменением охвачено 100% маточного поголовья крупного рогатого скота. В них работают 22 семенатора, что позволяет на генетическом уровне повысить продуктивность сельскохозяйственных животных. Всего на реализацию мероприятий по технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса района в отчетном году было затрачено средств на сумму 1 миллиард 448 тысяч рублей. Приведу пример о том, что на техническую модернизацию Республики Удмуртия было направлено 3,5 миллиарда рублей. В том числе по району приобретено техники на сумму 727 тысяч рублей. Это большой объем тракторов, сельхозмашин и прицепного инвентаря. По линии Росагролизинга закуплено техники и оборудование на сумму 101 миллионов рублей. Металло- и железобетонных конструкций построено на сумму 212 миллионов рублей. Модернизацию техники произвели на общую сумму более 60 миллионов рублей на предприятиях Илишевский Кировец и индивидуального предпринимателя Грачева на базе ремонтно-технического предприятия. С учетом ограничения экспорта в текущем году зерновых культур и снижением цен на зерно и с введением квот правительством Российской Федерации, я сегодня прошу руководителей сельхозпредприятий и специалистов изменить структуру посевных площадей и обратить внимание на увеличение доли крупяных и технических культур. В животноводстве видим задачи повышения продуктивности коров, увеличение ежедневного надаивания молока с каждой коровы. И сегодня работает рейтинг топ-100 ферм Республики Башкортостан, молочных ферм,
Мы бы хотели видеть каждую ферму Илюшевского района в этом топе списка Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. По техническому оснащению сельхозпредприятий района нам планово нужно переходить от беспорядочного, бессистемного приобретения техники к подбору высокопроизводительной, более мощной современной техники и прицепного инвентаря, соответствующим условиям нашей почвы в Илюшевском районе. Руководителям сельхозпредприятий также отдельно хотел бы обратить внимание на обновление кадрового состава специалистов, кадров среднего звена и рядовых тружеников полей и ферм. Сегодня работает плодотворно Башкирский аграрно-технологический колледж, расположенный у нас в районном центре. Есть кадровые службы, приезжают специалисты. Прошу отдельно на них обратить внимание и скрупулезно заниматься кадрами. Для реализации плана мероприятий года эстетики населенных пунктов в районе в отчетном году была создана рабочая группа. В начале года во всех сельхозподразделениях района проведены сходы граждан, обсужден вопрос об участии населения в благоустройстве деревень, утверждены планы работ. Большое внимание было направлено на привлечение средств спонсоров и самих жителей на работу по ремонту ограждений общественных территорий, мечетей, кладбищ, на строительство памятников и ритуальных домиков. При составлении смет расходов на использование республиканских безвозмездных субсидий администрациям сельских поселений значительную часть была направлена на приобретение строительных и лакокрасочных материалов. А работы по ремонту, сооружению, благоустройству проводились исключительно силами сельчан, работников сельхозпредприятий, социальных учреждений района. В начале весны таким образом была отремонтирована, обшита профнастилом и другими материалами 25 адресных столбов на границах сельских поселений и на границе между районами. Из года в год большое внимание уделяется очистке придорожных лесополос от валежника, сухостоя и зарослей. Ранней весной и осенью администрации сельских поселений значительную часть времени посвящают этой важной работе. Так в этом году приведено в порядок более 60 километров лесополос. Учитывая, что 2020 год – год юбилейный, 75-летие Великой Победы, еще в 2019 году были заложены фундаменты под новые памятники. В кратчайшие сроки, к 9 мая, в 14 населенных пунктах были открыты новые памятники нашим землякам, воинам Великой Отечественной войны. Всего по району ухоженные, в порядке, в чистоте находятся 58 памятников, посвященные военной тематике. Очень часто сами жители, руководители сельхозпредприятий выступают инициаторами создания памятников, участвуют финансовым и своим трудом, за что им огромное спасибо. Учитывая, что впереди ожидается всероссийская перепись населения, внимание направлено на обновление адресного хозяйства. В 2020 году обновлено 217 табличек с названиями улиц и более 1200 табличек с номерами домов. В районе и в селе, и в районном центре селе Верхний Аркеево уже стало традицией выращивания самими жителями на улице, на придомовой территории декоративных цветов. В текущем году посажено более 50 тысяч штук саженцев, засеяно около 40 тысяч квадратных метров газона. Жители района, работники учреждений, организации сельхозпредприятий активно участвовали во всех экологических субботниках, днях чистоты. Еженедельно более 200 предприятий и учреждений оказывали помощь сельским поселениям в поддержке чистоты. На экологических субботниках «Зеленая Башкирия» было посажено более 4000 крупномерных деревьев и более 12 тысяч единиц кустарников. На аллее героев посажено более 150 единиц рябины. В текущем году заложено две аллеи – аллея героев и аллея тружеников села. На аллее тружеников села посажено более 100 единиц липы. На мероприятии, посвященные ко Дню Республики, 19 организаций, предприятий и администрации сельских поселений получили от администрации сертификаты по итогам работы за 2020 год на сумму более 500 тысяч рублей. В последующем эти средства также будут использоваться для благоустройства сельских территорий. В районе серьезное внимание уделяется благоустройству родников и их прилегающих территорий. В прошлом году привели в порядок 22 источника. Проблема сегодняшних деревень и сел – это пустующие бесхозные дома. Нужно все силы направить на снос и разбор ветхих зданий, благоустройство их территорий и последующие определения хозяйств.
За отчетный период совершено на территории района 253 преступления. Отделом внутренних дел по Илишевскому району выявлено 1719 административных правонарушений. Общая раскрываемость преступлений составила 83%. Анализ свидетельствует о снижении общего количества преступлений, так по сравнению с прошлым годом преступления уменьшились на 10%. Не зарегистрировано фактов изнасилований, краж из садовых домиков и дач, краж скота, транспортных средств, разбоев и преступлений, совершенных в отношении иностранцев. На территории муниципального района Илишевский район за 2020 год зарегистрировано 257 механических дорожно-транспортных происшествий и 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых получили травмы различной степени 37 человек, погибли 4 человека. С участием детей совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, при которых получили ранения 6 детей. Необходимо и дальше вести профилактическую работу с водителями и пешеходами для снижения количества аварий и смертей в них. 1 июля отчетного года жители нашего района лидирующим большинством голосовали за поправки в Конституцию Российской Федерации. Район показал хорошие результаты, выборы прошли без нарушений. Активность избирателей в районе составила более 95%. И такие цифры не случайны, ведь мы голосовали за спокойствие и поступательное развитие, за будущее нашего муниципального района и всей страны. Уважаемые депутаты и приглашенные, в 2021 году нас ждет не менее напряженная работа, требующая консолидации всего потенциала муниципального района. В текущем году в России будет проводиться всероссийская перепись населения. Цель переписи – полный учет всего населения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Каждый человек в каждом населенном пункте республики должен быть переписан. Объективные цифры позволяют качественно планировать бюджеты всех уровней и скорректировать реализацию государственных программ и проектов как на муниципальном уровне, так и на уровне всей страны. В этом году на территории Республики Башкортостан состоятся избирательные кампании федерального, республиканского и местного уровней. Главным политическим событием осени 2021 года станут выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. В конце своего выступления отдельно хочу поблагодарить руководство республики, правительство, главу Республики Башкортостан Хабирова Ради Фаридовича за помощь и поддержку муниципальному району, за оказанную беспрецедентную помощь в объектах капитального ремонта и строительства. А также хочу поблагодарить всех илишевцев за ваш ратный труд. Если мы хотим сделать что-то хорошее, то это мы можем сделать только вместе. Благодарю за внимание.